Вы никто и ничто в этой жизни. Вы никто и ничто. Вот этот паспорт ничего в жизни не значит. Я могу его взять вот так вот порвать. Вот так вот порвать. Он в жизни ничего не стоит, ребятки. На этих кадрах 17-летняя Эмма Бжала выжигает свой абхазский паспорт. Я взяла его, подожгла этот паспорт и плюнула на него. На следующее утро служба госбезопасности возбуждает уголовное дело за осквернение паспорта, а ее мать вызывает на профилактическую беседу в Сухуми, где она извиняется за то, что не смогла воспитать своего ребенка. Я не могла его воспитать, как полагается. За что прошу прощения моему народу, абхазцам. Но сама Эмма о своем поступке не жалеет. В разговоре с «Эхом Кавказа» она повторяет: это был не политический жест, а взрыв накопившейся боли от того, как с ней, цитата, зверски поступило местное общество. Эмма трансгендер. Она родилась мальчиком, выросла в глубоко консервативной среде, но не скрывала свою идентичность. Отрастила волосы, начала гормональную терапию. За это на родине не раз подвергалась насилию. Об одном таком эпизоде она поделилась с нами в интервью. Кто ты? Я Саят Георгиевич. Дальше. Ты девочка или мальчик? Мальчик. Тащили вот так вот за куртку, я вот пыталась, орала, они меня вот так тащат, вот так начинают бить, меня ногами издубасили. То есть у меня все тело болело при этом. Было дико боль, у меня дикие, я дышать не могла. Потом сделали, что они хотели. Я не буду это озвучивать, пожалуй. Но и так понятно, что уже не сделали. Они потом мне отрезали волосы. У меня вот здесь шрам остался даже от них. Эмма говорит, что на нее буквально объявили охоту. СГБ дело не расследовало. После серии угроз она решила бежать в Европу. Но и после отъезда из Абхазии травля не прекратилась. В социальных сетях Эмме продолжали писать угрозы и оскорбления. В какой-то момент она не выдержала и в ответ решила сжечь свой паспорт. Мне больно не от того, что меня выгнали из страны, а от того, как со мной зверски поступили и как люди встали на сторону этих нелюдей. Когда на беззащитного ребенка, я ребенок, я не взрослая, и постоянно пишут: она страшная, надо было ее убить, жаль, что ее отпустили, жаль, что ее не убили. И причем каждый раз вот так не зверски относятся. Ну, мне говорят, типа, почему ты сорвала паспорт, а потому что они вот такую дичь со мной творили. В разговоре с «Эхом Кавказа» Эмма признает, что позже размышляла, стоит ли извиняться за свой поступок. Иногда сомневалась, но в итоге решила, что не чувствует за собой вины. Я начинаю думать, и у меня такие мысли поступают: может извиниться, может не извиняться, что мне делать, я не знаю, я в тумане. Но при этом что-то внутри говорит: не стоит извиняться. Ну зачем? Ты ничего плохого не делала. Толку. Это они сами виноваты. Угрозы Эмме приходят до сих пор. Но сейчас она в безопасности и строит планы на жизнь. Полную историю Эммы и ее попытку сжечь прошлое вместе с паспортом